Бисмилля, альхамдулилля. Доброе утро, дорогие друзья. 18 мая – день траура крымско-татарского народа. Это страшное событие останется в истории днем траура, трагедии целого народа. Мы понимаем, мы не забываем о тех печальных и трагических событиях, которые погубили много народных героев, и мы будем всегда вспоминать об этом. А также о том режиме, который привел к разжиганию вражды и конфронтации. Но недостаточно только хранить память о трагедии, связанной с депортацией. Нужно взять достойный урок на будущее. В период перестройки у нашего народа появилась возможность возвратиться на родину. С возвращением на родину мы открыли новую страничку в истории народа и живем в новой эпохе для мусульман. Теперь нам нужно задуматься о духовных проблемах, с которыми столкнулся наш народ, а также о путях их разрешения. Наши дети растут и попадают в общество, где много жизненных проблем. С одной стороны наркомания, алкоголизм, хулиганство. С другой стороны это радикальные секты, такие как Хизб ут-Тахрир, ваххабизм, так называемая партия Джамаат Исламия. И другие, которые, пользуясь книгами Саид Кутуба, Маудуди, пытаются внести раздор и разногласия в среду крымско-татарского народа. Для осуществления этого необходимо проводить такую работу среди людей, чтобы не допускать проникновения и развития сектантов, несмотря на то, что они работают от имени мусульман, прикрываясь религией ислам или национальными вопросами. В первую очередь необходимо предупреждать об опасности распространения убеждений экстремистов и обучать необходимым вопросам по вере. Всем нам необходимо обратить особое внимание на рукописи и старинные книги наших предков-мусульман. Нужно обратиться к истории нашего многострадального народа, к его высокой культуре, которая была сохранена благодаря соблюдающим ислам отцам и дедам, матерям и бабушкам, нашим предкам, близким по крови и духу, чьи надежды мы обязаны воплощать, чьи советы мы должны стараться выполнять. Их завещание – это наша забота для продолжения не только рода, но веры, знаний, цивилизации. Наши предки не молчали, когда сектанты пытались проникнуть в среду мусульман. Все предыдущие поколения мусульман противостояли новым чуждым исламу идеологиям и учениям сектантов, экстремистов. Нам нельзя спокойно смотреть на это. Всем нам необходимо занимать единственную позицию, единую для всех мусульман, противостояние течениям, как ваххабизм, Хизб ут-Тахрир и так называемый Джамаат Исламия, ссылаясь на опыт в горячих точках, видя результаты развития экстремистских группировок и каким бедам это приводит в реальном мире. Мы наблюдаем, что среди самых крымских татар уже существуют ячейки ваххабизма, Хизб ут-Тахрир и другие. Изучение религии дает нам полное представление об экстремистских течениях, что они не идут по пути наших предков-мусульман. Но теперь, когда развивается международный экстремизм, и молчать, и бездействовать, кто же будет за это отвечать? Конечно же те, кто взял на себя ответственность покровительствовать над мусульманами, над нашим народом, пережившим много страданий, народом, который проявил особое терпение и выжил во время голода, войны, депортации. Нельзя допустить уничтожения великих ценностей народа, наших религиозных устоев. Мы призываем к объединению нашего общества на основе религии и традиций наших предков-мусульман. И для стабильности и развития общества вести диалог как с представителями разных культур, так и с представителями власти. Призываем всех объединиться для противостояния вредному фанатизму и религиозному экстремизму против зла и надим возможности использовать наш народ для провокаций. Вассаляму алейкум рахматуллах.